В начале заседания Владимир Сластенин подвел итоги прошлой недели, которая оказалась насыщенной на события. Заложили капсулу в основании водозабора на реке Аса и торжественно отметили День матери и столетие второй школы Назрани. Но события не заканчиваются. Впереди работа по подготовке к важным датам и праздникам. Вчера с главой говорил. Обращение ко всем, особенно главам, особенно к нашим крупным городам. Наступающий Новый год. Поэтому глава, просит, чтобы мы во всех школах, во всех клубах, на площадках, в местах массовых мероприятий надо создать людям праздничное настроение. А далее приступили к повестке. Традиционно один из первых и ключевых вопросов – реализация в республике национальных проектов. Согласно последним данным, кассовое исполнение составляет 3 миллиарда 643 миллиона. Это 87,6%. По 5 нацпроектам Ингушетия опережает среднероссийские показатели. Молодежь и дети, касса по республике 95%, инфраструктура для жизни 92%, экология 100%, эффективная экономика 100% и туризм 79,2%. Далее руководитель ЦУР Берс Банхаев доложил о положительной динамике в работе центра, в частности, по обратной связи. Количество обращений снизилось на 35%. Вторую неделю подряд наблюдается спад. Все обращения отработаны в сроки. Неделя стабильная, критических прецедентов не зафиксировано. Основные вопросы это были пожар в Джайракском районе, он, кстати, отработан, обращение участника СВО, критика работы интернета, жалобы родителей на касаемо директора, отсутствие ситуации с прудами в Сурхахах, жители тоже записывали обращение. И обращение о квартире для семьи погибшего участника СВО. Тоже вопрос находится на контроле, разбираемся официально комментарии. Все обращения были отработаны в установленные сроки без единой просрочки, и среднее время ответов мы также смогли снизить вновь на минимальное значение, это 3 часа 23 минуты. Из ключевых достижений прошлой недели – договоренность о подключении филиала «Газпрома» к работе в системе ЦУР. Это позволит получать оперативные и выверенные ответы по вопросам, связанным с газоснабжением. Далее участники совещания обсудили проведение большого концерта артистов платформы «Звучи», приуроченного ко Дню Героев Отечества. Мероприятие пройдет с 7 по 10 декабря и соберет молодежь Ингушетии и больше сотни гостей из других регионов страны. 8 и 9 декабря станут самыми насыщенными для участников проекта. 8 декабря планируется провести культурную экскурсионную программу. Это посещение мемориала памяти и славы и башни Согласия. Сам концерт протяженностью от 1,5 до 2 часов планируется провести уже 9 числа. Еще одно мероприятие ко Дню Героев Отечества пройдет 9 декабря на мемориале памяти и славы в Назрани. Участие в нем примут представители органов власти, общественники и молодежь. В этот же день пройдут и другие встречи, приуроченные к празднику. Организаторы – региональные Миннац и Минкультуры. В театре юного зрителя города Назрани планируется проведение республиканского праздничного концерта, посвященного Дню Героев Отечества. В общеобразовательных организациях республики пройдут конкурсы рисунков, беседы, классные часы, уроки мужества. В домах культуры и библиотеках пройдут тематические выставки, патриотические часы, вечера памяти, литературно-музыкальные композиции, посвященные такому праздничному дню. Обсудили также деятельность розничных рынков и торговых объектов. Особый акцент сделан на рынок города Сунжи, где в этом году произошел серьезный пожар. Власти проводят работу по внесению подобных объектов в реестр мест общественного пребывания. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность населения при нахождении на территории рынков. На территории Республики Ингушетия функционирует официально зарегистрировано 7 рынков. Это 5 городов Назрани, 1 в Назранском районе и 1 в городе Сунжи, которого буквально недавно зарегистрировал. Глава о чем говорил, нужно образцово взять, проработать вопрос по рынку Сунжи, посмотреть алгоритм действий, и потом мы уже транслируем эту историю на остальные муниципалитеты и приводим в соответствие все рынки. В повестку включили и другие вопросы – ход отбора граждан на военную службу по контракту и проведение осенней призывной кампании. Также участники совещания рассмотрели проекты нормативных правовых актов республики. В завершение заседания Владимир Сластенин поручил уже сейчас начать организацию оперативного штаба при правительстве республики, который будет работать в круглосуточном режиме в праздничные выходные дни. Мария Макеева, Магаз 24.